Это водоотводной канал. Вода. Я так понимаю, на таком уровне был вырыт грунт для водоотведения. Вот смотрите. Человеческий рост. Сразу идет откачка воды, я так понимаю. Вот привезли. Асфальтирование, ну, по срокам до конца октября. А ваша должность можно? Прораб. Подрядная организация? Подрядная организация, да. И какая? А? Какая? Сахатрастрой. Фамилия? Сергучев Никита Алексеевич. Никита Алексеевич, успеете? Должны успеть, куда мы денемся. Ну я так смотрю, сколько у вас получился водоотводной канал по глубине? По глубине. Глубина у нас плавающая от 0,5 до 1,70 м. В зависимости от участка. Это, а грунты какие были? Грунты, ну как сказать, обводненные. Вододневные? Да. Много вы, сколько кубов вытащили? Тут тысячами. Тысячи? Да. 6-10? Ну, я вам точную информацию по кубам не скажу. Когда вы думаете, Ну, смотрите, по срокам у нас вышли неурядицы в плане того, что проект у нас, как сказать, был сырой. Это уже не наша вина. А кто делал проект? Ну то есть вы нашли здесь эти опять неучтенные, это дело также и в неучтенных работах, и также в ошибках проекта. А ресурсники какие вас были? не тормозили? Что? Ресурсники, чьи сети здесь пролегают? Было дело, но большую роль все равно играет как недочеты проекта. А какие именно недочеты были? Так, ну, к примеру, у нас лотки были запроектированы, стенка была 5 сантиметров, что вообще совсем, как вы себе представляете, бетонное изделие 5 сантиметров, плюс еще армирование. Как оно вообще тонкая? будет? А? Совсем тонкая была, да? Да, совсем тонкая стенка была. То есть ни крышки поставить, никакой несущей нагрузки оно бы не несло. Поэтому у нас были вот вопросы с проектной организацией. И кто это? Дор инжиниринг. Как? Как? Дор инжиниринг. Понятно. Все, дальше вопросы какие будут. Так, какие еще недочеты? Значит, тонкие вот эти стенки, еще что было? Так, что еще? Ну, у нас, ой, извините, по левой части, как вы можете наблюдать, у нас были старые водоотводные лотки. И видите, у нас тут сети, типа сети идут. Бетонные ноги, которые были установлены на старые лотки, а мы должны были делать старые, ну, новые лотки вместо старых. И, то есть, как, например, видите, что мы сможем снять вот сваи с теплосетей, передвинуть их. Поэтому у нас были как, внесение изменения в проект. Все это делается также не очень быстро. В том плане, что это все должно пройти экспертизу, все заново пересчитаться. Поэтому у нас вот по срокам, так сказать, ну, видны подряд организации здесь я как нас. Тогда какие у вас по срокам примерно завершения проекта? Ну, вы сами, наверное, представляете, что дорожные работы это не как почетные объекты, что за одним следует другое. У нас много нюансов может быть, к примеру, участки сильно обводненные, приходится воду выкачивать постоянно. Также еще геология здесь не самая лучшая. Из-за этого у нас очень небольших трудностей мы испытываем с откачкой воды постоянной. Какие работы остались и какие сроки исполнения? Так, остались у нас работы по асфальтированию. Вот сейчас
до улицы Билибина. Устройство водоотводных лотков метров около 300. Как видите, здесь труба. Тротуары обязательно. Озеленение, ограждение. Вот такие вот работы у нас. На так, на асфальте, если мне не изменяет память, 4 года, а земполотно 8 лет. Это гарантия, да? Да, это наша гарантия. А хотел узнать, были проблемы с прилегающими территориями? Здесь же жить частные дома, за самозахвата. Да, были большие проблемы, так как когда мы начинали укладывать бордюры возле частных домов, по проекту также были не предусмотрены заезды, либо были слишком узкие, и под пожеланием жителей, соответственно, через нашего заказчика, Главстрой, мэрия города Якутска, мы увеличивали заезды им. Тоже это был такой не самый быстрый процесс, что это все надо как внести в протокол, нужны бумаги, чтобы подтвердить это. И также это надо, конечно, обязательно отразить в исполнительной документации и в проекте. Самозахватчики сильно сопротивлялись. Что? Самозахватчики. Ну, которые выносят. Вопросов именно по самозахвату у нас таких сильных неурядиц не было. Именно жители частных секторов просили им сделать нормальный заезд, так скажем, чтобы не было никаких трудностей в будущем. А все-таки срок мы не услышали, когда? Срок контракта у нас 31 октября текущего года. То есть до 1 ноября, можно сказать, должны все успеть. Ну, будем стараться. Ничего обещать я вам не буду. А то, что не могу. как вот в мороз какую технологию? Практика показывает, что обычные дорожники справляются. Но сейчас идет укладка водоотводной трубы. Главное, чтобы погода сильно не помешала. Насколько мы понимаем, обстоятельства задержка ремонта дорог достаточно серьезной проблемой проектирования, неопознанные сети ресурсников и так далее. И это вся задержка, ну и потом. Гарантия на данный участок дороги, вы услышали, 4 и 8 лет. Это мы на участке улицы Ленинская, около салона. И 31 октября здесь будет хорошая асфальтированная дорога.